той камере, где находится мой папа, я уже неоднократно говорила, что коек-мест меньше, чем людей. Мой папа очень сильно похудел, здоровье у него ухудшается с каждым днем. Ну, собственно, как и у Руслана Трубача, и у всех остальных. Когда, Наджея, вы в последний раз общались с отцом? Последний раз я общалась с папой на суде. Опять-таки сложно назвать это общением. Нам приятно хотя бы просто увидеть их и выкрикнуть, пока нам не сделали замечание, что мы их любим, поддерживаем и очень ждем. А что папа сказал? Да, собственно, ничего. Передавал привет всему народу, потому что вся эта поддержка, она, безусловно, чувствуется, она колоссальная, когда их выводят через запасной выход. У ворот выстраивается просто огромное количество людей, все выкрикивают им «Селям алейкум», там, «Мы с вами, держитесь» и так далее. Он улыбается все время, и нам это как бы поднимает дух. Что вам в последний раз говорили представители? Вот на чем сейчас, просто я не столько для себя даже спрашиваю, Наджея, сколько для зрителей, которые во всей Украине нас смотрят, вот на какой стадии сейчас находится так называемый суд и чего сейчас добивается страна обвинения? Знаете, Айдарби, сложно вам сказать, на каком этапе оно находится, потому что, как мне представляется, оно стоит на месте. Досудебное следствие. Я, правда, не знаю, сколько еще продлится это, сколько нам будут продлевать на 2 месяца рассмотрение. Учитывая состояние здоровья и возраст всех 4, я так полагаю, что намерение у власти, которая все это делает, не самое лучшее. То есть ты полагаешь, что российские власти, но видя, что обвинения там никакого нет по тем статьям, которые они вменяют, они просто прессуют, ну как выражаясь их же вот этим гулаговским языком, прессуют, безусловно, да. Прессуют людей, которые в возрасте, которые болеют и так далее. Ну, у которых в первую очередь есть гражданская позиция, абсолютно четкая.